кожнага района па некалькі прадстаўнікоў. У 15-м спартыўна-адукацыйным форуме «Олимпия» ад Брэсцкай вобласці выступила 36 актывістаў Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Сёлета фестываль праходзіў пад назвай «За Беларусь». У яго рамках адбыўся і адкрыты дыялог «Беларусь» учора, сёння, заўтра з удзелам кіраўнікоў урада. Усяго праграма фестывалю уключала 3 накірункі – спартыўная, творчая і адукацыйная. В каждом направлении проходил ряд мероприятий. Например, если это молодежь спортивная, то был соревнования по пешеходному туризму, по сплаву на байдарках и по перетягиванию каната. Также вне конкурса шли соревнования по мини-футболу и футболу. Если мы говорим о молодежи интеллектуальной, то это интеллектуальный квиз на разные темы с национальной именно тематикой. По поводу молодежи творческой – это представление БелАКа. Это представление своего лагеря. Менавіта ў намінацыі за спартыўную Беларусь моладзь Брэсцкай вобласці стала абсалютным пераможцай. У іх скарбонцы першае месца ў чэмпіянаце па сплаву на байдарках, другое – перацягванні канату, трэцяе – ў тэхніцы пешаходнага турызму. Участвовала в номинации по байдарке, по сплаву байдарки и туризм. Естественно, все было ожидаемо. Ну, конечно, немножко было неожидаемо по туризму, хотелось лучше. У выніку агульнакаманднае месца трэцяе. Такі высокі паказчык наших землякоў у форуме упершыню. Наша команда получилась очень дружная, очень активная, творческая, веселая. У нас не было 2 дня интернета, мы были без интернета, мы жили в палатках, мы пели, мы танцевали, мы участвовали в спортивных мероприятиях, мы познакомились с кучей вообще людей. Был наполнен действительно положительными, добрыми и, главное, нужными душевными эмоциями, которые нуждается каждый человек. Тем более, туда приехала вся активная молодежь. Станоўчых эмоцый, азначаюць удзельнікі Олимпии, хопіць дакладна на год. Ганна Буйкевич, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест». 3 деревни, 2 села, 8 девок, 1 я. Куда девки, туда я.